Последние лет 10 представители молодого поколения, только закончившие школу, стремятся получить высшее образование. Понятно для чего. Чтобы приобрести высокий профессиональный и жизненный статус, как следствие престижную высокооплачиваемую работу. Однако каждый из выпускников забывает о другом пути своего развития, способном принести не меньший доход. Это приобретение так называемой ремесленной специальности. Например, профессия сварщика попадает в данную категорию. Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир – это мир металла. Особенно эта специальность востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях. Профессия сварщик – это специальность, которую все знают, что без этой профессии нельзя обойтись на любом производстве. Любое предприятие, стройка, учебный процесс. То есть все это связано с сваркой. Почему? На сегодняшний день, хоть у нас много по технологическим процессам инноваций много, то есть все новое, но человеческий фактор, рука сварщика должна быть крепкой и в работе всегда, в любой работе, по сварным работам, всегда пригождается. Венер Гизатуллин – мастер производственного обучения в Сибайском колледже строительства и сервиса. А это говорит о том, что Венер не только профессионал своего дела, но еще и прививает студентам любовь к такой сложной и интересной профессии, как сварщик. По словам наставника, студенты эту специальность выбирают охотно и показывают хорошие результаты. Именно выпускают наш колледж выпускников по специальности сварщик, где на рынке труда востребована эта специальность. Студенты не только работают в городе Сибая, но и за пределами нашего города, Республики России. Всем, кто выбрал эту профессию, гордо можно назвать, я горжусь этой профессией, гордо можно назвать, что сварщик – одна из востребованных специальностей. Хочу пожелать всем сварщикам успехов, самое главное – здоровья, и чтобы в их работе не было ни проваров, кратеров, и чтобы все у них получалось в работе. Елена Афанасьева, Глухамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.